Отрывок из повести Леонида Кеккелева «Землячок». За лесом гремел бой. Он был так близко, что сквозь разрывы снарядов слышался рокот танковых двигателей. Петька пробирался вперед. За стеной низкорослого березняка раздался слабый стон. Петька замер от неожиданности и машинально вывел под руку автомат. Прислушался. Стон повторился. Там за кустами раненый? Но кто он? Свой или чужой? Стараясь не шуметь, с заколотившимся вдруг сердцем, Петька приглушенно клацнул затвором автомата и раздвинул кусты. Метрах в 30, за склоненным к земле тощим березняком, он разглядел тягач незнакомой конструкции. Мальчишка поставил ведро и стал приближаться к машине. Это был не тягач, а обыкновенно 34-ка, только без башни. Люк механика-водителя был открыт. Петька заглянул внутрь и прямо перед собой в кресле увидел человека. В танке с сорванной башней было необычно светло. Петька представил, как во время боя взрывная волна сорвала башню. «Механик-водитель, давайте я помогу вам выйти! Наши рядом, я дорогу знаю!» Механик шевельнулся, чуть слышно спросил: «Кто здесь?» «Рядовой Шепелев, я из батальона майора Фокина!» — обрадовался Петька, почувствовав, что танкист приходит в себя. «Землячок, родной ты мой!» Петька вздрогнул. В механике он с трудом узнал старшину Костина. Лицо танкиста, покрытое копотью, осунулось, глаза ввалились, губы посинели. «Товарищ старшина, как же так, а?» — закричал мальчишка и расплакался. «Товарищ старшина! Товарищ старшина!» «Где наши?» «Рядом. Давайте я помогу вам!» «Тяжелый я, землячок», — слабо со стоном сказал Костин. «Руки у меня отнялись, и сил совсем нет». «Я позову санитара!» «Не надо». Старшина облизнул вспухшие губы, попытался подняться, но со стоном повалился на бок. Костин с трудом поднял отяжелевшие веки. «Машину повезти сможешь?» Петька вопросительно посмотрел на старшину и замотал головой. Нет, ему никогда раньше не приходилось садиться за рычаги управления. Откручивать гайки до болты он может, а вот водить машину его никто не учил. «Садись на мое место. Машина исправна». «Я не могу, товарищ старшина!» — снова замотал головой мальчишка. «Садись. У нас все с тобой должно получиться. Только слушай меня». Петька просунул автомат в лобовой люк танка, ухватился руками за тяжелую крышку с перископическими глазницами и кое-как втиснулся в отделение механика. «Помоги мне». Петька ухватил его за плечи, стал стаскивать с кресла. Через несколько минут он уже сам сидел в кресле механика и растерянно смотрел на рычаги управления. «Проверь, землячок, не включена ли скорость?» «Я был без сознания, танк сам вышел с поля боя. И хорошо, что не к немцам. Рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении». Петька знал назначение некоторых механизмов. Вроде технического обеспечения ему приходилось разбирать коробку скоростей и другие узлы. Разбирать с помощью взрослых легко, а вот сейчас попробуй заведи двигатель, когда теряешься среди рычагов, педалей и кнопок. Молодец. А теперь надо включить массу. Видишь педаль под левой ногой? Педаль щелкнула, и на доске приборов ожили стрелки циферблатов. Надень шлемофон и слушай меня. Со второй попытки раздался громовой перестук двигателя. Голос Костина звучал уже в наушниках. Выжми муфту сцепления под левой ногой. А теперь включай первую скорость. Мальчишка ухватился за рычаг и повернулся к Костину. «Я не знаю, как включается эта первая скорость!» «Отведи рычаг влево и подай назад». Рычаг вибрировал в руках. Внизу
под днищем что-то тарахтело. Петька уперся ногой в какую-то трубку, поднатужился и... Рычаг подался назад. Готово! А теперь слушай меня внимательно. Опусти плавно муфту сцепления и одновременно правой ногой нажми на педаль газа. 34-ка с сорванной башней послушно тронулась с места. «Поехали! Поехали!» — обрадованно заорал Петька. Весть о том, что воспитанник танковой бригады рядовой Петр Шепелев вывел 34-ку в расположение штаба и этим самым спас жизнь механику-водителю, быстро облетела все подразделения и дошла до подполковника Агафонова. После разгрома гитлеровской группировки тот вызвал к себе майора Фокина. «Как же так, Василий Михайлович? Мы все несем ответственность за жизнь воспитанника Шепелева, а он свободно разгуливает по передовой, выносит из-под огня раненых, отбивает группу разведки противника, выводит танки. Если это дело не пресечь, то завтра он наденет вашу фуражку и будет командовать батальоном». «Пресекаем, товарищ подполковник, пресекаем! Но ведь этого непоседу на цепь не посадишь!» «Я вынужден сделать вам замечание. А что касается рядового Шепелева, то прошу представить по форме рапорт о личных боевых заслугах. Будем ходатайствовать перед командованием о награждении Петра Шепелева медалью за боевые заслуги». В эти дни танковая бригада готовилась к новому наступлению. Враг отступал. Преследуя остатки потрепанных немецких войск, 86-я танковая бригада подошла к реке Буг, за которой, по словам танкистов, начиналась дорога на Берлин. На башнях всех машин бригады алел орден боевого красного знамени. Награда за подвиги уральцев и сибиряков при освобождении Ковеля.